государство Дабан. Еще в первом тысячелетии до нашей эры на территории Ферганской долины, предгорная и восточная часть которой входит в современный Кыргызстан, образовалось государство с развитой оседлой земледельческой культурой. История государства насчитывала более 1000 лет, однако в письменных памятниках сведения о нем встречаются лишь со II-I веков до нашей эры. В китайских хрониках ферганское государство именовалось царством Дабан. В переводе с древнетюркского слова Фергана и Дабан обозначали очень красивое живописное место. Персы называли государство Сок, а китайцы — Полоно. Во II веке до нашей эры Фергана представляла собой сильное государство с развитыми отраслями хозяйства. Основой его экономики составляло орошаемое земледелие. Столицей Ферганы был город Эрши. По мнению ученых, в Восточной Фергане проживало не менее полумиллиона, а по китайским источникам — около 300 тысяч человек. Данные антропологических исследований показали, что жители ее относились к европеоидам, они имели глубокие глазницы и густые бороды. Политическое устройство. Дабанское государство явилось результатом объединения множества небольших городов-государств, расположенных по берегам рек, а также государств-оазисов, повсеместно возникающих в долине. Государственное управление в них осуществлялось местными правящими династиями. Вместе с тем правители этих государств подчинялись центральной верховной власти. Верховный правитель имел 2 советников, визирей, которые происходили в основном из близкого ему родственного окружения. Важные государственные вопросы правитель выносил на совет старейшин, который играл важную роль в общественной, политической жизни страны, обладал большими полномочиями. Так именно совет старейшин принимал решение об отрешении правителя от власти и даже о предании его смертной казни. При участии Совета старейшин объявлялись войны, заключались мирные договоры, устанавливались приоритеты международных взаимосвязей. Таким образом, для Дабана была характерна ограниченная форма монархии. Общественное устройство. Социальное расслоение, классовое и внутриклассовое, происходившее в ферганском обществе, протекало в русле процессов и явлений, характерных для раннефеодального общества. О появлении раннефеодальных отношений и формировании класса феодалов свидетельствует в общих чертах появление новых типов зданий, дворцовых сооружений, других объектов инфраструктуры, соответствующих потребностям и вкусам нового сословия, а также сведения исторических памятников об изготовлении и заготовке некоторыми богатыми людьми в большом количестве виноградного вина. Можно допустить, что для них вино служило предметом проведения торговых сделок, обмена продуктами труда, то есть помогало обогащению. Основными производителями общественного богатства были свободные члены общины, крестьяне-ремесленники. Использовался также труд рабов. Однако большая часть богатства присваивалась кучкой богачей и знати, стоявшей у власти. В семейно-брачных отношениях господствовали патриархальные устои. Вместе с тем, сообщения письменных источников о том, что женщины пользуются уважением, а мужчины непременно выполняют то, о чем говорят женщины, свидетельствуют о значительной роли и высоком статусе женщины в обществе. Вполне возможно, что это было характерно и для женщин полукочевых племен горных районов Восточной Ферганы. В основе внешнеполитической стратегии государства лежал принцип обороны. По сообщениям китайских летописей, войско дабанцев насчитывало около 60 тысяч человек. Воины отличались дисциплиной и выучкой, они были прекрасными наездниками, могли на полном скаку точно поражать цель. Для повышения боеспособности своего главного оружия, лука, воины отделывали его костью, изготавливали наконечники стрел из бронзы и железа, были и трехгранные наконечники. Однако, несмотря на миролюбивую направленность взаимоотношений с другими государствами, в конце II века до нашей эры дабанскому народу пришлось испытать на себе тяжкое бремя борьбы с Ханьской империей, которая проводила агрессивную захватническую политику, особенно в период правления императора Уди 140-87 года до нашей эры. В первую очередь объектами интересов империи становились соседние земли. Регулярные нашествия армии империи подорвали силы кочевого государства хунов, а она захватила обширные территории восточного Туркестана. Таким образом, во владении империи оказалась большая часть земель, через которые пролегала одна из главных торговых артерий той эпохи – Великий Шелковый путь. Заключив в 105 году до нашей эры союз с усунями, китайский император Уди мечтал о покорении Дабани, которая в силу своего географического расположения являлась важнейшим пунктом на Великом Шелковом пути и могла стать не только главным камнем преткновения, но также основным соперником в реализации его планов – быть единоличным хозяином на всем протяжении этой торговой магистрали. Повод для этого представился.
Уди снарядил в Дабань специальное посольство, чтобы приобрести знаменитых ферганских аргамаков. Послы потребовали продать китайской стороне лучших коней, однако совет старейшей Дабани наотрез отказался продавать коней. Более того, посланник за чрезмерную спесь и наглость был казнен в пограничном городе Ю, местность Шоро-Башат близ современного Узгена. Разгневанный император объявил Фергане войну. Против нее была брошена огромная сила – 6000-я конница, несколько тысяч пеших воинов под предводительством полководства Ли Гуанли. В 103 году до нашей эры войска выступили из китайского округа Дуаньхуань на запад. После тяжелых боев эти войска штурмом взяли город Ю. Однако ожесточенное сопротивление местного населения не позволило захватчикам продвинуться дальше. Ли Гуанли был вынужден отступить. Ханьская армия понесла большие потери. Из каждых 10 воинов назад вернулись лишь 2. Поход на Фергану сильно пошатнул на западе авторитет Ханьской империи. Задавшись целью во что бы то ни стало наказать непокорную страну и тем самым осадить другие государства, злорадствующий по поводу его неудачи Уди снарядил Ли Гуанли в новый поход. В его подчинении была армия в 100 тысяч воинов, которую сопровождал караван 140 тысяч вьючных животных. В 101 году до нашей эры войска достигли столицы, города Эрши, и окружили его. После 40 дней осады захватчики повернули русло реки, питающий город, в другую сторону, а затем, разрушив крепостные стены, ворвались в город и захватили членов Совета Старейшин. Войска даваньского царя Мугуа вынуждены были отступить во внутренний город. Имея запас продовольствия, отважные защитники выкопали колодец и продолжали отражать атаки врага. Несмотря на преимущество у города Эрши, положение китайской армии было непрочным. Сопредельность Ферганой государства Кангуй открыто выражала свое недовольство политикой Китая. 2000-й усуньский отряд, присланный на помощь Ли Гуанли, участия в военных действиях не принимал. Более того, усуни были готовы скорее даже поддержать ферганцев. Оказавшийся в тылу врага, город Ю тоже не открыл свои ворота. Наконец, упорная оборона города Эрши была сломлена из-за интриг среди приближенных ко двору. Прокитайски настроенный сановник Мо Цай, мечтавший о власти, предательски открыл врагам путь в город. Царь Мугуа был убит, совет старейшин преподнес его голову Ли Гуанли и запросил мира. Полководец, оценив сложившуюся обстановку, принял предложение совета старейшин. Согласно договору, империя Хань получила несколько десятков чистокровных аргамаков и около 3000 лошадей. Освобожденный трон занял Мо Цай. В результате противник был вынужден уйти, так и не покорив Эрши. В Китай возвратилась всего 6-я часть войска, а из 3000 ферганских скакунов до места назначения дошла 1000. С уходом армии Ли Гуанли политическое вмешательство Ханьской империи в дела Даваньского царства прекратилось. Совет старейшин обвинил Мо Цая в измене и приговорил его к смертной казни. Царем стал Чань Фэнь, родной брат Мугуа. Так завершилась 4-летняя борьба древней Ферганы с Ханьской империей. При поддержке других народов Средней Азии и Восточного Туркестана она отстояла свою независимость. Фергана занимала достойное место в оседло-земледельческой цивилизации Востока. Оседлые земледельцы обрабатывают землю, возделывают рис и пшеницу, изготавливают вино из винограда, сообщали китайские источники. Этому способствовали в первую очередь разработка и использование ее жителями системы искусственного орошения. Важной отраслью хозяйства являлось разведение породистых скакунов, слава которых была известна далеко за пределами Ферганы. Легенды, бытовавшие среди населения, связывали это с происхождением их от небесных скакунов. Ферганцы гордились своими чистокровными аргамаками, передавали из поколения в поколение секреты ухода за ними и сохранения их породы. Кроме того, население выращивало коров, овец, коз и верблюдов. Развитие торговли. Удобное географическое расположение Дабани позволило ей еще до появления Великого Шелкового пути занять важные узлы торговых трактов, соединяющих Запад Азии с Восточным Туркестаном. Население выгодно использовало эти преимущества, производило немалое количество товаров для продажи в других странах. Дабанцы используют привозимые из Китая золото и серебро не для чеканки монет, а для изготовления ювелирных украшений, сообщал китайский источник, анализируя изделия местных мастеров. Географический диапазон торговых контактов в Дабани был широк. Здесь Северная Африка и Рим, Западная Азия и Индия, Восточный Туркестан, Китай и другие развитые регионы и государства. В V веке нашей эры территория Ферганы вошла в состав обширного, но разнородного государства эфталитов, а к середине VI века она была завоевана тюрками.
Таким образом, древние народы, населявшие территорию современного Кыргызстана, не стояли в стороне от важнейших мировых исторических процессов. Находясь в тесных взаимосвязях с другими народами, они имели свою нишу в политической, экономической, культурной и социальной жизни той эпохи.